Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только сегодня в программе. О молодых предпринимателях, их идеях и новой продукции в актуальном репортаже. Депутаты Сухумского городского собрания приняли бюджет на 2024 год. Музей боевой славы имени Владислава Арзанова провел в Гагарском реабилитационном центре благотворительный концерт. Возрождать сельское хозяйство. Предприниматели Илана Джопуа, София Бигвава и Астамур Чагава ставят перед собой амбициозные цели, но им удается их достигать. Молодые люди занимаются разведением голубики и цитрусовыми и имеют далеко идущие планы. О развитии сельского хозяйства, необычных идеях и новой продукции в репортаже Гугуцы Вардания. Сельское хозяйство – это одна из самых важных отраслей экономики республики, поэтому, по словам президента, сельхозпредприятия и угодья должны эффективно работать, и глава государства уделяет этому большое внимание, поддерживая людей, которые трудятся в этой сфере. К примеру, сейчас абхазские предприниматели возвращают былую славу совхозу в селе Кахуара Ткорчалского района, ныне Аяйра, ведь доподлинно известно, что в советское время подарочные бандероли со сладкими плодами в Кремль отправляли именно отсюда, так как они всегда славились особыми вкусовыми качествами. Возрождать фермерское хозяйство предпринимателям успешно удается. В канун новогодних праздников славная традиция была продолжена. Подарочные посылки с мандаринами из Абхазии отправились в Россию и Беларусь. По поручению Асланабжания государственный груз был сформирован и отправлен главам республик Российской Федерации и семьям погибших добровольцев Северного Кавказа. Наше государство их не забывает. В этом году наш президент в этих ящиках красивых отправляет главам республик, коллегам в России, в Белоруссию, на Северный Кавказ. Вот такие красивые ящики. Буквально вчера мы главе Республики Беларусь Александру Лукашенко отправили порядка 20 ящиков от нашего президента. Вот такие вот ящики в подарок. Совхоз Аяйра площадью 800 гектаров арендуют предприниматели Илана Джопуа, София Бигвава и Астамур Чагава, которые осуществляют свою деятельность собственными средствами и при поддержке государства. Илана Джопуа выращивает 22 тысячи корней голубики на территории личного фермерского хозяйства. Управляющий Манучар Чухуа отметил значительный прирост урожая ягоды. Основная часть собранной голубики была экспортирована в Россию по оптовой цене от 600 до 950 рублей за килограмм. Фермеры прогнозируют более высокую урожайность в следующем сезоне. В прошлом году у нас был урожай. Мы собрали 12 тонн голубики. Наш экспорт в общем итоге идет на Россию. Внутренний рынок тоже употребляет, но в маленьком количестве очень. У нас оптовая цена в том году была 950 рублей. Работает у нас в день до 150 рабочих. Проезжают с нижней зоны, с Ачигвары, с Чобурхинджи, везде едут работать люди. Руководство фермерского хозяйства также планирует создать питомник, в котором будут осваивать и культивировать все виды цитрусовых, существующих сегодня в мире. Для этого из Италии уже привезены сицилийские черные апельсины, эндемика, кавиар, лайм из Австралии. Сейчас специалисты занимаются их изучением. В планах и разведение новых сортов цитрусовых из Турции и Китая. Первый урожай планируется получить уже через 2 месяца. Пошли даже вторые побеги. Для нас это большое достижение. Мы хотим создать питомник, где мы можем собрать все виды цитрусов, которые существуют, и дальше культивировать их здесь, в Абхазии. Наша большая проблема состоит в отсутствии рабочей силы. А так получается, что в этом регионе происходит отток молодежи. Мы обучаем детей, они учатся в школах, в университетах, и потом у них нет документов, они уезжают. И нам приходится привлекать рабочих из Северной Кореи, которым дороже платим, но у нас другого выхода нету. И да, это очень большая проблема, и с каждым годом все хуже и хуже. Я призываю всех, кто живет на этой земле благословенной, чтобы они
призадумались об этом. Город, гостиницы, отели, туризм – это все очень хорошо. Но самое главное – то, что мы должны возрождать нашу землю. Я бы хотела сказать молодежи Абхазии. Сейчас особенное время, время созидания. Особо хочется, чтобы молодежь, именно молодежь поняла, что та земля, которая дана им с рождения от своих предков, это то, над чем они должны работать. Нам дарована эта земля, и мы никогда не должны забывать об этом. Вот то, что мы сегодня имеем, вот такое счастье, цитрусы, мандарины, все что угодно на этой земле растет. И всех с наступающим Рождеством и Новым годом! Предприниматель София Бигвава не только высадила цитрусовые на территории сада в 300 гектаров, но и начала производить натуральный мармелад и цукаты. Главная цель этой идеи – безотходное производство и, конечно же, качественный и сладкий продукт, который порадует потребителей. Отбрасываем какую-то часть не очень таких симпатичных, скажем так, мандарин. Они все, правда, вкусные, но внешне они не все симпатичные. Поэтому мне было жалко их выкидывать. Непонятно, что с ними делать. И у меня родилась идея сделать мармелады и цукаты. Этот значит, макет мною как-то оформлен и вышел в свет буквально недавно в новом виде. Я надеюсь, что он полюбится нашим согражданам. Вот, и с любовью это тоже будет приобретаться, потому что это сделано в Абхазии. В следующем году урожай будет гораздо больше, потому что сделана и обрезка глубокая, сейчас вегетация активная пошла. И вообще через год обычно мандарины то больше, то меньше. Вот надеемся на следующий год, что он будет активный. Все мандарины, которые мы собрали, в основном это все уходит на Москву. Предприниматели планируют восстанавливать инфраструктуру совхоза Аяйра с целью развития в этой местности агротуризма. София Бигвава, я Астамур Чагава. Мы все местные, которые родились, выросли здесь. Мы являемся ныне арендаторами этих районов. Здесь был лес. Парк был заросший. В этом году мы почистили. Эти здания, они прекрасные, они это сталинские здания. Хотим их восстановить. Если у нас получится, мы очень хотим здесь сделать агротуризм. Каждый из нас делает из своих собственных средств. Это не так легко. Ну, соответственно, государство тоже помогает. Предприниматели делают все для того, чтобы вернуть былую славу совхозу. По их словам, благодаря глубокой обрезке и прочим предпринятым мерам в следующем году ожидается богатый урожай. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. 85-летний мужчина погиб в результате возгорания двухэтажного дома в селе Нижняя Эшера Сухумского района, сообщает МЧС. К моменту приезда пожарного и спасательного расчета пламя охватило все строение. В результате пожара дом выгорел полностью. Причины происшествия устанавливаются. Генпрокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ с 2022 по первое полугодие 2023 года нарушения в порядке привлечения к административной ответственности водителей в состоянии алкогольного и иного опьянения. Отмечается, что основанием для привлечения к административной ответственности лица, управлявшего машиной в состоянии опьянения, должна стать проверка на алкотестере, либо медицинское освидетельствование. В некоторых случаях этот порядок нарушался. По итогам проверки в ГАИ МВД Абхазии передано 35 протестов. Также внесено представление министру об устранении выявленных нарушений и решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые их допустили. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджоля и сотрудники аппарата отчитались о проделанной работе за 2021-2022 годы. Рассказали о приоритетных направлениях деятельности и с какими проблемами сталкиваются в области защиты прав и интересов несовершеннолетних. Репортаж Азины Ханагуа. Презентация доклада уполномоченного по правам ребенка в Абхазии проходит в первый раз. Институт был учрежден указом президента республики 14 июня 2021 года. Специфика деятельности омбудсмена заключается в создании гарантий государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. В своей деятельности я дополняю существующие средства защиты прав и интересов ребенка
не отменяю и не влеку пересмотра компетенций государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и интересов несовершеннолетних. Мактина Джинджуля подчеркнула, что введение института уполномоченного по правам ребенка в республике, безусловно, стало одним из важнейших политических инноваций государства в области защиты прав и интересов несовершеннолетних. Это достаточно важный институт гражданского общества, занимающийся обеспечением субъективных и объективных прав детей. Однако, учитывая то обстоятельство, что институт является достаточно молодым, его деятельность нуждается в дополнительном представлении и агитации среди граждан. Мне бы хотелось подчеркнуть полный перечень приоритетных направлений работы аппарата за отчетный период. Первое – это анализ законодательства в сфере детства, разработка законопроекта об уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия и положение об отделе опеки и попечительства, лоббирование вопроса по изменению структуры и подведомственности органов опеки и попечительства, централизованной системе органов опеки и попечительства, лоббирование вопроса создания кризисного центра временного содержания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Работа по улучшению предоставления социальных услуг для несовершеннолетних, работа с обращениями граждан, просветительская работа с молодежью. С июня 2021 года по декабрь 2022 года сотрудникам аппарата удалось разрешить множество проблемных и противоречивых ситуаций в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и в целом способствовать улучшению качества жизни детей. Мне бы хотелось озвучить некоторые проблемы, на наш взгляд, которые являются наиболее острыми в сфере детства. Пробелы в нашем законодательстве в сфере защиты и охраны детства. К примеру, отсутствие единого банка данных о детях, которые остались без попечения родителей. Семейное гражданское законодательство Республики Абхазия не приведено в соответствии с общепризнанными международными нормами. Недостаток психологов в образовательных учреждениях, отсутствие служб, оказывающих психиатрическую помощь детям и подросткам, отсутствие детского отделения психиатрической больницы, также недостаток узкопрофильных специалистов, которые готовы оказать медицинскую помощь ребенку с ментальными и иными особенностями развития психики и здоровья. О приоритетных направлениях деятельности, среди которых анализ законодательства в сфере охраны детства и просветительская работа с молодежью, выступила юрист аппарата уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая. Она подчеркнула, что аппарат уполномоченного как государственный орган не обладает правом законодательной инициативы. Однако уполномоченным по правам ребенка было избрано данное приоритетное направление, связанное исключительно с разработкой законопроекта и предоставлением данного акта в соответствующий законодательный орган Республики Абхазия для принятия его в установленном законом порядке. Разработанный нами законопроект содержит статус уполномоченного, его компетенцию, принципы, задачи, условия, порядок назначения на должность и порядок освобождения от должности. Екатерина Ляховецкая еще раз напомнила и про трагический случай, произошедший с несовершеннолетней 13 сентября 2022 года, когда, находясь на железнодорожном полотне перегона Гагра-Бзып, девочка попала под движущийся поезд Сухум-Санкт-Петербург, в результате чего скончалась на месте. После данного случая в обществе отмечался серьезный риск вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн-игры, приводящие к суициду. К примеру, «Синий кит» или «Тихий-Дон». Соответственно, мы не могли оставаться равнодушными или игнорировать данную ситуацию, в связи с чем в сентябре 2022 года уполномоченным по правам ребенка было принято решение о разработке методических материалов, которые направлены на предупреждение и недопущение вовлечения несовершеннолетних в данные опасные онлайн-ресурсы. Только после утверждения данных материалов уполномоченным был составлен перечень школ,
которые мы посетили в рамках проведения данных тематических классных часов. Специалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба рассказала о предпринятых аппаратом мерах, направленных на восстановление прав ребенка в получении образования, медицинской и социальной помощи. Николь Шамба отметила, что на имя уполномоченного по правам ребенка поступило 8 обращений, связанных с нарушениями в области образования. Участники презентации отметили важность Института уполномоченного по правам ребенка и поблагодарили за проделанную работу, а также выступили с предложениями. Суды общей юрисдикции все представляют в конце года и ежеквартально отчеты по категориям дел. Например, семейные, бракоразводные, алиментные дела. Дети, родители, вернее, которые лишаются родительских прав. Дети передаются другим семьям на воспитание. Вот можно какую-то оценку, посмотреть эти категории дел, как дети дальше, вот, например, дети, которые переданы на воспитание, как они адаптируются, да, вот в этих семьях. Иногда бывает же не уживаются с новыми родителями, хотя и со старыми им было плохо, поскольку родители были лишены родительских прав. Несомненно, достижение Института уполномоченного за отчетный период – это результат продуктивного взаимодействия с полномочными органами государственной власти Абхазии, органами местного самоуправления и общественными организациями. Шазина Ханагуа, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. 1,7 миллиарда рублей по доходам и 1,8 миллиарда в расходной части депутаты Сухумского городского собрания приняли бюджет города на 2024 год во втором окончательном чтении. В заседании принял участие глава администрации столицы Беслан Эшба. Мэр рассказал о планах на следующий год, который в Сухуме объявлен годом образования. Рада Чачава расскажет подробности. Открывая заседание, председатель городского собрания Дмитрий Осия отметил, что бюджет на 2024 год социально ориентированный и детально прорабатывался депутатами. Мы подняли очень серьезно с помощью администрации города зарплаты по всем направлениям. Это и национальная экономика, и жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение. Было поднято практически на 50% социальные выплаты. Это очень хорошая тенденция. Председатель комиссии по образованию, науке, культуре и религии Асида Дбар в свою очередь отметила, что особенно важно объявление следующего года годом образования. Она также отметила приоритетные направления работы в сфере образования, в частности, большую цифровизацию школьного обучения и льготы для учителей. Белая доска, это уже хочется, чтобы осталось в прошлом и вперед, если у нас получится, чтобы мы все классы смогли эти наши любимые интерактивные доски, они в школах по 5, по 4 штуки, я считаю, что это пока мало. И плюс еще хотелось бы, чтобы мы смогли обучить преподавателей настолько, чтобы это у нас ушло не только на открытые мероприятия, чтобы это было просто вот как каждый день, как обычно, открытый урок. Возможно, возьмите на заметку, чтобы учитель мог ездить бесплатно, вот, и, если возможно, сделать льготы какие-то для нас. Председатель комиссии по делам молодежи и туризму Инал Тужба подчеркнул, что количество мероприятий для молодого поколения было увеличено, как и порядком улучшено их качество. Сумма затрат на спортивные мероприятия. Администрация пришла на встречу, спортивные мероприятия в этом году были увеличены на 3 миллиона, что не может не радовать. Сумма на молодежные мероприятия в этом году осталась прежней, как и в прошлом году. Также мы обратились к главе администрации с просьбой приобретения автомобиля, условно спринтер, да, для развоза детей, потому что большие молодежные спортивные мероприятия нуждаются в данном автомобиле, а пока их арендуют. Глава администрации пошел нам навстречу, за это отдельная благодарность. Было отмечено ранее, что заработная плата также увеличилась. Дмитрий Осия также рассказал о бюджетных составляющих комиссии здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. По здравоохранению бюджет увеличился по сравнению с началом 2023 года, год назад, которую мы сумму принимали в бюджет тогда на 2023 год, на 36 миллионов рублей. Это достаточно существенное увеличение. Также хотелось сказать жилищно-коммунальному хозяйству. Там проблем много, увеличение идет на 103 миллиона рублей. Это рекордное увеличение от года в году.
Мэр столицы Беслан Эшба проинформировал депутатов собрания, что помимо работы в сфере образования, также планируется большая работа по линии здравоохранения. Подняли оклады да, для обычного работника. Наверное, существующие оклады и премии он воспринимал как заработную плату, как должное, но мы с вами в этом плане не имеем права ошибаться, поэтому оклад увеличен вдвое, плюс из премиальной части уже суммированные добавлено 30%, правильно? То есть если он раньше получал там 8 тысяч рублей и к 8 тысячам там, мы добавляли 100%, то сейчас, получая 16, к 16 добавляется 30%. То есть в любом случае идет существенное увеличение. По всем остальным вопросам, я думаю, что те обещания, которые дает администрация, мы стараемся их выполнять. Это касается приобретения автомобиля для управления молодежи и спорта. Также ставился вопрос по поводу приобретения автомобиля в поликлинике, потому что есть адресные люди, которые болеют, и надо обязательно, чтобы доктора посещали их. Все обязательства, я уверен, мы выполним, может, даже и в самом начале первого квартала. Беслан Эшба рассказал, что в следующем году будет проведена работа и по установке детских площадок, и ремонту детских садов и медицинских учреждений. Потом мы говорим о ремонте детских садов, не только школ, в детских садах и среднеобразовательных учреждениях надо будет провести, где косметический, где капитальный. Будем смотреть так, чтобы везде где-то показать свой след в этом отношении. Вот. Медицинские учреждения, вторая городская клиническая больница, там тоже надо проводить существенный ремонт. Да, вот мы сейчас в процессе с ними обсуждаем, приемный покой мы уже делаем, часть денег в этом году, там есть моменты, и кардиологию надо приводить в порядок, терапию надо приводить в порядок. Я с ними встречался, с коллективом, и сказал, давайте ваши рекомендации, но не так, что мы пришли, вы думаете, сейчас сотни миллионов потратим и все, но потихонечку этот процесс мы начнем в следующем году. Председатель комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию Давид Чхиидзе рассказал, что этот год прошел достаточно продуктивно. Были реализованы проекты, которые улучшили качество жизни жителей столицы. У нас 2024 год прогнозируется увеличение доходов по отношению к 2023 году. Это на 220 миллионов рублей, 577 тысяч. В проекте бюджета на 2024 год предусмотрены средства у нас на социальную сферу, образование, культуру, спорт и другие социальные расходы, на поддержку горожан и по линии здравоохранения. Также хочу отметить, что администрация сосредоточена и на строительстве, на ремонте дорог, на покупке спецтехники в 2024 году. Бюджет на 2024 год был принят единогласно во втором окончательном чтении. Также Беслан Эшба рассказал об итогах встречи в Общественной палате, которая прошла накануне и была посвящена проблемам энергетики. У нас порядка 5 понижающих станций по городу. Сухум-1, Сухум-2, Баслат, Синоп и Ипит, да, и что на самом деле свободных мощностей нету для того, чтобы там кого-то из больших предприятий приглашать, организовывать какой-то бизнес, предлагать, допустим, да, Сухум как площадку, хотя на станции Сухум-1 там ведутся работы по увеличению мощностей и есть немножко в Синопе. Вот. Ну, это как бы есть такая первая была история. Потом сказал, что есть у нас 9 распред-сетей и 325 трансформаторных подстанций, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Большинство из них, некоторые под замену, а некоторые надо проводить капитальный ремонт, а некоторые вообще перестраивать. Там есть кирпичные, надо их переводить в КТПН, уже такие сборно-разборные так называемые станции. Поэтому было дано поручение произвести подсчеты, сколько же это дело у нас стоит для того, чтобы привести сети в порядок. На тот момент, это было конец лета, где-то август, 920 миллионов рублей была выведена цифра. Вот. Сейчас это, наверное, ну, если это превращать все в проектно-сметную документацию, там налоговая составляющая, будут работы, виды и так далее. Плюс еще специальную технику надо купить, отдельный список есть на 120 миллионов рублей, который надо все это делать, потом правильно обслуживать, а не так наскоком, как у нас сейчас и с техникой проблемы есть и все. То есть более 1 миллиарда рублей. Мэр столицы поделился мнением, что энергетика должна оставаться государственной, но с возможностью инвестирования. Он отметил, что все зависит от условий, прописанных в договоре. Беслан Эшба также рассказал, что в следующем году планируется проведение глубокого технического аудита городских сетей. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
В честь 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии в преддверии Нового года Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба провел в Гагарском реабилитационном центре для ветеранов войны благотворительный концерт. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Вокально-инструментальный ансамбль «Диаскурия» создал праздничное настроение ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, которые по состоянию здоровья редко бывают в концертных залах. И вот они сидят с улыбкой на лице, аплодируя подрастающему поколению. А дети, в свою очередь, постарались поделиться с героями частичкой своего тепла. Сегодня очень символично, что приехали дети, потому что дети должны знать, что было. Это мы, ветераны, помним, как было и что было. А дети не помнят. Если мы до них не донесем это, если мы не будем им рассказывать и общаться с ними, дети вырастут другими. Поэтому давайте с ними больше общаться. В этом году Абхазия отметила 30-летие годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Так как год юбилейный, благотворительные акции и концерты для ветеранов продолжаются до сих пор. Вот сегодня вот эта молодежь в благодарность этим ребятам дает концерт для того, чтобы подчеркнуть их значимость, их необходимость в нашем обществе. Мы ценим, уважаем вот в лице этих ребят все, что они сделали для нас. Талантливых ребят с чарующим голосом, а также организаторов мероприятия поблагодарил ветеран войны Гарри Курсая. Спасибо, что вы есть. Помимо планового благотворительного концерта, работники Музея боевой славы накрыли праздничный стол. Встреча прошла в доброй и теплой обстановке. А заслуженному артисту Абхазии Артуру Лакарба с удовольствием подпевали и сами ветераны. Сария Кварцхелия, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Следующий наш сюжет об исполнении желаний. А как известно, в Новый год возможно все. Костя и Серафим из села Дзукта Сухумского района мечтают стать милиционерами. Желание у ребят настолько сильное, что они написали о нем Деду Морозу, который попросил министра внутренних дел Роберта Киут исполнить детскую мечту. Роберт Киут незамедлительно отреагировал и пригласил ребят в здание Министерства внутренних дел. Меня зовут Константин, мне 11 лет. Я учусь в 6 классе. С 3 лет я мечтаю быть полицейским, точнее следователем. Я очень хочу поближе познакомиться с этой профессией. Дедушка Мороз, пожалуйста, проведи меня в отделение и покажи мне, как снимать отпечатки пальцев, делать фоторобот и как правильно вести дело. И если у тебя будет возможность, подари мне уголовный кодекс. Костя и Серафим из села Дзыгута Сухумского района мечтают стать милиционерами. Желание у ребят настолько сильное, что они о нем написали Деду Морозу, который попросил министра внутренних дел Роберта Киут исполнить детскую мечту. Роберт Киут незамедлительно отреагировал и поручил пригласить ребят в здание Министерства внутренних дел. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Серафим. А тебя как зовут? Константин. Очень приятно. Меня зовут Астамур. Милицейский путь ребят начался с поездки на машине спецроты ГАИ. На патрульной машине замначальника управления госавтоинспекции Астамур Таня покатал Костю и Серафима по городу. Дети смогли воспользоваться рацией и спецсигналом. В стенах МВД ребят ждал министр внутренних дел, генерал-майор милиции Роберт Киут. Роберт Киут поприветствовал маленьких гостей, отметив, что рад их видеть. Ребята рассказали министру, что они учатся в одном классе, и желание у них одно – стать сотрудником органов внутренних дел. Я думаю, у тебя все шансы есть стать полицейским, как ты хочешь. Самое главное, чтобы ты хорошо учился. И знаешь, как вот иногда бывает, что желания не сбываются даже. Вот если у тебя есть желание, для этого еще нужно постараться.
Так что мы очень рады, что есть такие замечательные дети, которые хотят работать по правопорядку. Так что мы очень будем рады, конечно, увидеть тебя в рядах милиции нашей. И, соответственно, если отучишься в школе хорошо, мы тебе поможем еще и поступить в специальное образование, чтобы получить. Ты же хочешь продолжить дальше учебу? Ты в каком сейчас классе? В шестом классе. Видишь, как еще немного, и ты закончишь школу и поступишь в специализированное образовательное, будешь получать. Так что все шансы сегодня стать полицейским у тебя есть. Я хочу им стать с 5 лет. Я очень много смотрел фильмов про милиционеров. И мне вот это понравилось, когда милиционеры борются с преступностью, храбрые. Вот это, мне это сильно понравилось, из-за этого я захотел стать милиционером, чтобы бороться с преступностью. Ну, ты молодец, это очень хорошая идея, конечно же. Ну, я как и твой брат, получается, даже. Вот как твоему брату я говорил, то же самое, для того, чтобы стать милиционером или чего-то достичь в этой жизни, нужно обязательно хорошо учиться, короче. В своих письмах Деду Морозу Костя и Серафим попросили в подарок книгу «Уголовный кодекс Республики Абхазия». Желания ребят Дедушке Морозу помогли исполнить в МВД. Каждому подростку подготовили в подарок желанную книгу. Но так как Новый год – это время настоящих чудес, министр Роберт Ют решил приобрести ребятам дополнительные подарки, о которых подопечные Киараза и не мечтали – современные смартфоны. Который мечтал, чтобы теперь твой личный учебник, который ты хотел изучить. А это тебе подарит мобильный телефон, посредством которого тебе позволит, то есть если что-то здесь не найдешь, ты можешь найти еще в интернете, изучить более тщательно за работу милиции. Хорошо? Так я позволяю. Костя и Серафим поблагодарили за подарки Роберта Кьют, который продолжил исполнять желания подростков, отправившись с ними в экспертно-криминалистический центр. В фойе МВД Роберт Кьют рассказал ребятам об истории становления ведомства и тех, кто стоял у истоков МВД, а также возглавлял Министерство внутренних дел. Продолжилась встреча знакомством подростков с работой экспертно-криминалистической службы. Школьникам продемонстрировали специальный унифицированный чемодан «Криминалист», где хранится минимальный набор средств, необходимых для фиксации и изъятия следов на местах происшествия. Рассказали, для чего служит каждый предмет, содержащийся в нем, и показали, как снимаются отпечатки пальцев с заготовленного заранее предмета. Также юные следопыты увидели, как составляется дактокарта и проводится дактилоскопическая экспертиза. В ходе визита подросткам напомнили о том, какими правами и обязанностями они обладают, с какого возраста и за какие правонарушения несовершеннолетние могут быть привлечены к ответственности, а также гостям разъяснили, как не стать жертвой преступления. Это очень хорошее дело, то, о чем вы думаете, то, что вы мечтаете стать милиционерами и делать то, что очень важно для нашего народа, для нашего общества, творить порядок, творить добро, это самое главное. Так что с этой мыслью вы должны на самом деле пройти весь свой учебный процесс, а там дальше мы вам обещаем, что обязательно поможем вам отучиться в специализированных академиях, в высших вузах, милиции. Так что, если у вас такая мечта есть, я хочу, чтобы она сохранилась на долгие годы. Костя и Серафим определенно запомнят этот день в МВД надолго. Сегодня осуществилось их самое заветное желание. Они стали ближе к той профессии, о которой мечтают всем сердцем. Вышел в свет очередной 94-й выпуск газеты «Республика Абхазия». Актуальные новости внутренней и внешней политики республики, статьи об интересных героях, об их творчестве, достижениях и жизненном пути, проблемы и вопросы, волнующие общество, в частности молодежь и многое другое в свежем издании газеты «Республика Абхазия». Очень полюбилась читателю, она издается с сентября 1991 года с периодичностью 2 раза в неделю. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр стартовал чемпионат Абхазии по волейболу среди женских команд. В турнире принимают участие 8 команд. Сухум-1, Сухум-2, Гагра, Пицунда, Гудаута, Гудаута-1, Агудзера и Тхварчал. Главный судья чемпионата, судья республиканской категории Руслан Саргуш. Завершится чемпионат 23 декабря. 22 декабря – самая длинная ночь в году, день зимнего солнцестояния.
Существуют народные приметы, связанные с погодой в этот день. К примеру, если небо ясное и безоблачное, то считается, что лето впереди будет солнечным и теплым. Снег в этот день – плодородие весной. Ветер – наступление изменений. Если в этот день местами наблюдается туман, то принято считать, что лето будет влажным. А вот синоптики обещают в Абхазии 22 декабря облачную погоду. Ночью, утром и вечером местами дождь, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег. Температура воздуха ночью 4-9, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.